Здравствуйте, дорогие друзья! После того, как вы определились с бизнес-идеей и провели маркетинг, необходимо понять размер и источники финансирования стартового капитала. Стартовый капитал – это средства, необходимые для того, чтобы начать собственное дело. Для определения потребностей в стартовом капитале необходимо понимать потребности бизнеса. Рассчитав необходимые суммы на приобретение зданий, оборудования, автотранспорта, вы определите ту часть стартового капитала, которая называется долгосрочными инвестициями. Долгосрочными, потому что эти деньги окупятся не сразу. Понадобится достаточно продолжительное время для их окупаемости. Затем необходимо определить сумму оборотного капитала. Это расходы на сырье и материалы, содержание персонала, офиса, арендные платы и прочих необходимых для бизнеса затрат. Из жизни предпринимателей. Какова же сумма необходимого стартового капитала для фермерского хозяйства будущих предпринимателей Армана и Алии? Инвестиции. Строительство фермы – 200 тысяч тенге. Покупка крупнорогатого скота – 1 500 000 тенге. Покупка оборудования для фермы – 150 тысяч тенге. Покупка транспортных средств – 750 тысяч тенге. Оборотный капитал. Запас сырья и материалов – 360 тысяч тенге. Страхование – 30 тысяч тенге. Всего необходимо денег 2 990 000 тенге. Источники стартового капитала. Где взять деньги? Это вопрос, который чаще всего является одним из самых сложных для начинающего предпринимателя. И в большинстве случаев люди активны, у которых есть масса интересных идей, вынуждены отказаться от их реализации из-за нехватки денег. Предлагаем вам не идти на поводу у обстоятельств, а попытаться преодолеть эти сложности и начать свое дело. Помимо собственных накоплений и той помощи, которую вам окажут друзья и близкие, есть и другие источники стартового капитала. Задача будущего предпринимателя – найти эти источники и эффективно их использовать. Стартовый капитал возможно сформировать из следующих источников: собственные накопления, помощь родных и близких, кредиты, лизинг, гранты. Собственные накопления. Многие предприниматели начинали свой бизнес, не прибегая к помощи третьих сторон, на собственные средства и накопления. Это зависит прежде всего от вида деятельности, масштабов производства и ваших планов. Вложить свои накопления в дело – шаг рискованный. Надо подойти к нему крайне ответственно. Если вы создаете товарищество, вы должны будете внести определенную долю, часть денег наряду со своими партнерами по бизнесу. Здесь ответственность будет равна вашей доле. Частный кредит, привлечение денег родственников и знакомых, является одним из основных источников финансирования предпринимательства. Средства, полученные взаймы у друзей, знакомых, родственников, входят в тройку основных источников финансирования каждого пятого предприятия. Из жизни предпринимателей наши герои Арман и Алия сформировали стартовый капитал следующим образом. Всего необходимо денег 2 990 000 тенге. Из них собственных средств 1 миллион тенге, помощь родственников 1 миллион тенге, кредит 990 000 тенге. Далее, уважаемые предприниматели, я расскажу вам о том, что такое кредит и какие виды кредитов существуют сегодня. Кредит – это деньги, которые вам дают в долг. Вознаграждение – проценты от общей суммы кредита, которые вы выплачиваете за пользование кредитом. Кредиты выдаются банками второго уровня. Для получения кредита в банке вам прежде всего понадобится ТЭО – технико-экономическое обоснование. Если в банке существуют требования по форме ТЭО,
вам необходимо заполнить банковскую форму. Но в любом случае обоснование должно быть убедительным, и банк должен, прочитав его, вынести решение о выдаче вам денег в кредит. Первоочередная задача при подготовке ТЭО – показать перспективы развития бизнеса и планируемую прибыль. От этого будет зависеть решение банка о выдаче кредита. В Республике Казахстан создаются все предпосылки для предпринимательской деятельности. Применяются широкомасштабные меры по государственной поддержке предпринимательства, малого и среднего бизнеса. В настоящее время во всех крупных банках Казахстана действуют программы кредитования малого бизнеса на льготных условиях. Преимущество этих программ – длительные сроки кредитования и низкие процентные ставки. Информацию об этих программах вы можете получить от специалистов банка по телефону или найти на банковских веб-сайтах. Инвестиционный кредит выдается на долгосрочные потребности в капитале, основные средства, такие как здания и сооружения, оборудование, станки, технологические линии, автотранспорт. Овердрафт – это краткосрочный беззалоговый заем для обеспечения текущей деятельности компании. Выдается при возникновении у компании потребности в денежных средствах в случае их временной недостаточности или отсутствия на счете для завершения текущих расчетов. Это оплата расчетных документов за приобретаемые товарно-материальные ценности и услуги по основной деятельности компании, перечисление налоговых и иных обязательных платежей компании, проведение платежей по операционным и иным расходам компании и другие хозяйственные цели. В особых случаях, в зависимости от спецификации бизнеса и по согласованию с банком, овердрафт может быть использован для выплаты заработной платы работникам компании. Преимущество овердрафта – нет необходимости в залоге и быстрое оформление. Недостаток овердрафта – финансируется только существующий бизнес. Лизинг – это форма аренды основных средств, получения имущества в пользование. Это финансовый инструмент, позволяющий предприятиям приобретать и обновлять основные фонды для осуществления предпринимательской деятельности. По сути, лизинг – это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа. Имущество остается в собственности лизинговой компании на весь срок лизинга. Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства и любые другие основные средства, используемые в предпринимательских целях. Лизинговая компания по заявке лизингополучателя после заключения договора и, как правило, получения авансового платежа приобретает предмет лизинга, автомобиль, оборудование, здание или сооружение и передает его во временное пользование лизингополучателю. Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый в товарной форме продавцом покупателю в виде отсрочки платежа за проданные товары. В заключение урока немного информации о грантах. Грант – это сумма денег, которая предоставляется вам какой-либо казахстанской или международной организации под реализацию проекта, представляющего общественную ценность. Грант предоставляется безвозмездно и безвозвратно на условиях, предусмотренных грантодателем. Итак, если у вас есть конкретный социально значимый проект, вы имеете возможность подать заявку или письменное обращение в организацию грантодателя с просьбой о выделении гранта. Как правило, благотворительные государственные фонды обращаются за поддержкой организации, выполняющей проекты, которые не принесут прибыли ее членам, исполнителям проекта, владельцам фирмы, учредителям организации и так далее, но имеют высокую ценность в социальном аспекте, то есть полезны для общества. Уважаемые предприниматели, теперь вы знаете, как сформировать стартовый капитал. Удачи, настойчивости и благополучия вам, дорогие друзья!